в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Новый концертный сезон начинается! Дорогие друзья, приобретя билет на детский джазовый абонемент, вы открыли для себя необыкновенную возможность сказочного путешествия в мир джаза вместе с великолепным филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан. Сергей Васильев. Сегодня первый концерт детского абонементного цикла «Путешествие в мир джаза». Темы сегодняшней встречи – стили джаза. Их так много. Как же нам разобраться в этом разнообразии джазовой музыки? Не переживай, Буратино. Сейчас мы расскажем о тех стилях, зная которые, можно легко найти ключик к пониманию этой интереснейшей музыки, имя которой – джаз. А у меня уже есть ключик. И не простой, а золотой. Какое счастье, Буратино! Открой же нам, пожалуйста, поскорее дверь в этот удивительный мир. Мир джаза. Спасибо тебе, Буратино. А мы начинаем наше путешествие. Джаз, как музыкальное направление, существует более 100 лет. Родившись в Америке на рубеже 19 и 20 веков, блестяще пройдя сложные моменты становления, джаз в настоящее время звучит во всем мире. Корни джаза находятся глубоко-глубоко в африканской народной музыке, которая попала в Америку с миллионами африканцев. Их завозили на американский континент в качестве рабов. Это продолжалось в течение 3 столетий, начиная с конца 16 века до отмены рабства в 1865 году. Правильно, Буратино. Во время работы на хлопковых плантациях, в лесах, на железной дороге и в морских портах Америки африканцы, а точнее афроамериканцы, дружно запевали трудовые песни work song. С помощью перекличек и оригинального вопрос-на-ответного принципа они превращали рабочую песню в образец особой ритмической организации, очень близкой к джазовой. Вот как это было. А с заходом солнца, ребята, после изнурительной работы афроамериканцы исполняли грустные, лирические песни, находя в них утешение и надежду на лучшую жизнь. И пели они на собственном сложном музыкальном языке, сочетающем в себе функции мажора, минора и хроматической гаммы. Такими необыкновенными качествами обладает блюзовый лад, лежащий в основе афроамериканской народной музыки и самого удивительного, спонтанного искусства джаза. А как же называются эти грустные песни? Они называются блюз, что в переводе означает уныние, тоска. Но в блюзе, ребята, есть не только грусть. В блюзе есть мечта о светлом будущем, счастье и радости. Для вас звучит блюз «I gotta pick no more cotton». Я больше не стану собирать хлопок в записи выдающегося исполнителя Джона Генри Барби. I ain't gonna pick no more cotton. I ain't gonna pull no comb, because everybody here knows that I am. I just hear from the phone, I ain't gonna pick no more cotton. I declare I ain't gonna pull no comb.
очень интересная, духовно возвышенная форма вокального искусства, которая является одним из главных источников джаза. Это, ребята, spirituals. Так же, как и блюз, spirituals имеет древние корни и происходит от африканских народных напевов. В Америке спиричуэлс получил европейскую гармоническую основу, а в дальнейшем и некоторые мелодические новшества. Спиричуэлс поют во многих странах, и взрослые, и дети. Дорогие наши зрители, сейчас для вас прозвучит spirituals Every Time I Feel the Spirit в исполнении хора детской школы искусств Приволжского района города Казани под управлением Венеры Мустафиной, Татьяны Черновой и Зили Гариповой. Составляющими джаза прекрасно живут самостоятельной жизнью и представляют собой образцы высокого музыкального искусства. Один только рэктайм чего стоит? Или, например, стиль буги-буги. Послушайте, пожалуйста, рэктайм. Джаз сияет лучезарным блеском, как и улыбки
наших вдохновенных зрителей. А мы продолжаем наше радостное путешествие. В конце XIX века во многих городах Юга США сформировался первый коллективный инструментальный стиль джаза. Его столицей стал город Новый Орлеан. Я был в этом уникальном городе-порту, Новом Орлеане, слушал и наслаждался джазом. Историки говорят, что Новый Орлеан – колыбель джаза. А я точно знаю, 4 августа 1901 года в Новом Орлеане родился король джаза Луи Армстронг. Совершенно верно, Пеппи. Новый Орлеан – это особенный джазовый город. В Новом Орлеане джаз звучит на улицах, площадях, парках, скверах, концертных и танцевальных залах. В Новом Орлеане ежегодно проходят грандиозные джазовые фестивали и праздники. Так хочется окунуться в атмосферу новоорлеанского джаза. Прекрасно! Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан готов представить вниманию наших зрителей одну из самых известных джазовых композиций в новоорлеанском стиле – Original Dixie One Step. Вам понравилось? Здорово, спасибо, великолепно. Наши зрители настоящие знатоки
стиль джаза. Как вы заметили, в исполнении новоорлеанского джаза участвовало немного музыкантов. Такой состав в современном джазе называется Диксиленд. Совершенно верно, Буратино. А вот в следующей стадии развития джазового искусства в 20-х, 30-х годах прошлого века в разных странах мира начали появляться большие оркестры. Этот период называется свинг. Свинг в переводе с английского означает качание. Свинг – это классический джазовый стиль, в котором ноты исполняются в триольной пульсации. Хотя записаны ровными длительностями, в свинге происходит смещение акцентов. Сильные доли – это первая и третья – становятся слабыми, а слабые доли – вторая и четвертая – сильными. Правильно, Буратино. Ребята, давайте попробуем похлопать, как в свинге. Пожалуйста. Подготовили ладошки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так хлопаем. Классической музыки. А теперь мы попробуем похлопать только на вторую и четвертую. Готовы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот это настоящая растяга. Молодцы, громкие аплодисменты самим себе. Теперь вы умеете хлопать, как настоящие джазисты. Вот такой уникальный стиль свинг. Самые известные свинговые оркестры Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Глена Миллера и Олега Лундстрема, с чьим именем тесно связано рождение филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. Наш оркестр бережно хранит великое наследие гениального Олега Лундстрема. Для вас звучит великолепная джазовая пьеса эпохи свинга «Апрель в Париже».
Сейчас я все расскажу, Буратино. Благодаря уникальному изобретению Томаса Эдисона, фонографу, и его усовершенствованной Эмилем Берлинером модели граммофону, в Америке в 1917 году начался выпуск джазовых пластинок. Первую запись удалось осуществить квинтету Original Dixieland Jazz Band. Предлагаю вам послушать небольшой музыкальный эпизод с этой уникальной граммофонной пластинки, которой уже 102 года. Молодые талантливые советские музыканты Александр Варламов, Александр Цфасман, Леонид Утесов и другие полюбили джаз и начали изучать это искусство, освоили тонкости исполнения и сочинения новых джазовых композиций. И так появился советский джаз. Дорогие зрители, сейчас для вас прозвучит одно из самых известных произведений эпохи рождения джаза в России — блестящий фокстрот Александра Цфасмана «Неудачное свидание». Исполняют юные певцы Амелия и Амир. Чарльз Дарвин? Сейчас помню. Чарли Чаплин? Да какой же великий, но не Чаплин. Вспомнил. Чарли Паркер. Да, саксофонист Чарли Паркер. Недавно я услышал запись этого феноменального музыканта. И я был потрясен. Я думаю, что это джаз. Но мне сказали, что Чарли Паркер исполняет бибоп. Сейчас все объясню, Буратино. Стиль бибоп, ребята, это самый настоящий джаз. Яркий, красивый и стремительный. Бибоп – один из самых сложных джазовых стилей. Ключевыми фигурами в формировании стиля бибоп являются саксофонист Чарли Паркер и трубач Дизи Гиллеспи. Сейчас для вас прозвучит великолепная композиция в стиле бибоп, которая так и называется бибоп. Thank you.
уж тем более бабушкам и дедушкам знаком стиль бегов. Правда? Да. Молодцы. А сейчас у меня вопрос к юным зрителям. Как называется танец, который вы сейчас увидите на экране? Молодцы, ребята, правильно, это вальс. А кто из вас умеет танцевать вальс? Какие же вы молодцы, прекрасно. Эти аплодисменты вам. Отличительной чертой вальса является его трехдольный размер. Предполагаю, что вальса в джазе точно не может быть. Не спеши, Буратино, ведь это джаз. Раскрою вам маленький секрет. Стиль джазовый вальс есть. Великий джазовый пианист Джелли Роу Мортон рассказывал, что первые джазовые ансамбли и небольшие оркестры в конце 19 и начале 20 века регулярно исполняли вальсы, кадрили и другую танцевальную музыку. Вальс благотворно повлиял на формирование джазового искусства. Я сгораю от любопытства, и я очень хочу услышать этот необыкновенный джазовый вальс. Дорогие зрители, Пеппи, Буратино, для вас звучит джазовый вальс. ответить на твой вопрос, Буратино, я произнесу на английском языке название очень известной джазовой композиции «Take 5», что буквально переводится как «возьмите 5». В обиходе словосочетание «take 5» используется в значении «сделать небольшой 5-минутный перерыв». Автор этого джазового шедевра Поль Дезмонд перевел фразеологизм «take 5» по-своему. Считаем на 5. Ура! Значит, джаз есть на 5 счетов! Верно, Буратино. Пьеса «Take 5» сочинена в размере 5 четвертей. Это произведение написано в стиле cool джаз, что означает прохладный джаз. Прохладный джаз? Ой, я боюсь замерзнуть. Буратино, а ты хлопай в ладоши на 5 счетов, и тогда согреешься. Для вас звучит Take 5. Считаем на 5.
А помните, вы мне и Буратино рассказывали о бразильской музыке, и особенно про один очень вдохновенный джазовый стиль, который родился на пересечении бразильской самбы и кул-джаза. Этот стиль называется босса-нова. Ницца Пеппи, у тебя феноменальная память. Самым почитаемым среди создателей босса-нова является выдающийся композитор Антонио Карлос Жобим. А благодаря таланту потрясающего саксофониста Стэна Гетца и гитариста Чарли Бёрда босса-нова достигла высочайшего уровня совершенства. Молодец, Буратино, блестящие знания. Мэри Поппинс, а помните, вы недавно нам напели песенку «Девушка из Ипанемы»? Я мечтала хотя бы разок услышать эту девную мелодию. Чудесно, Буратино. Сейчас мы все вместе волшебным образом перенесемся в Рио-де-Жанейро и послушаем элегантную босса-нову «Девушка из Ипанемы», посвященную красавице по имени Элуиза Энеида Менезес Паэс Пинто. Для вас поет на португальском языке Вера Кажеманова. No doce balanço caminho do mar.
Босса-нова всегда звучит медленно и распевно. Это одна из ветвей большого направления в джазовом искусстве, которое называется латин-джаз. Уважаемые зрители, для того, чтобы вы смогли представить наиболее полную картину энергичных латиноамериканских ритмов, сейчас прозвучит произведение, в котором кипит богатство красок и чувств латин-джаза. Для вас звучит зажигательная композиция «Мамбо Салиенте». Удачное сравнение, Буратино. Ты же у нас футбольный болельщик. Я не только болельщик, но я отлично умею играть в футбол. Помню, как ты проткнул футбольный мяч своим острым носом. Зато я спас свои ворота. А между прочим, многие спортсмены тоже очень любят джаз. И его весьма оригинальный стиль – смув-джаз. Объясняет это тем, что смув-джаз помогает им отдохнуть и набраться сил после напряженных тренировок. Смув-джаз? Я еще такого не слышал. Смув, Буратино, означает спокойный, легкий, мягкий. Уважаемые зрители, для вас звучит смув, джаз, careless whisper.
наш замечательный оркестр подготовил еще один сюрприз для своих любимых зрителей. Это композиция в очень красочном стиле, фанки-джаз, которая наполнена оптимизмом и самыми добрыми чувствами. Мы говорим большое спасибо нашим очаровательным зрителям за любовь к прекрасному и такое тонкое восприятие джазовой музыки. Для вас звучит известнейшая композиция в стиле фанки-джаз «Watermelon Man». Танцует ансамбль современного танца «Штрих» под управлением Ирины Кирилловой. Для вас прозвучали гениальные джазовые произведения. Вы познакомились со стилевыми особенностями джазового искусства. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева с большой радостью выступал для вас и приглашает всех поклонников джаза на свои новые концертные программы. Следующее путешествие в мир джаза состоится 24 ноября 2019 года. Оно будет называться «Детские песни в джазе». Вас ждет концерт-праздник. А в подготовке и проведении сегодняшней концертной программы принимали участие ансамбль современного танца «Штрих» под управлением Елены Кирилловой. Детской школы искусств Приволжского района города Казани под управлением Зины Гариповой, Венеры Мустафиной и Татьяны Черновой. Наши юные звездочки-солисты Амелия и Амин. Солистка Вера Кашиманова. Артем Шарапиев. Автор сценария Рустем Ахмедов.
заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан, профессор Лидия Ахмедова. Мы говорим вам большое сердечное спасибо. Спасибо вам, вы замечательные. До новых